сегодня пригласили вас для того, чтобы рассказать о самом крупном деле по раскрытию картельного сговора на торгах в современной России. На сегодняшний день оно является самым крупным, и оно больше в 7 раз, чем предыдущее дело, которое было возбуждено, картельный сговор был раскрыт. В предыдущем деле было 920 аукционов, насколько мы знаем. В результате неправомерных действий участников картельного сговора, охватившего без привлечения всю страну, 1000 государственных контрактов были заключены по максимальным ценам, тогда как должно было произойти снижение. В результате рассмотренного нами дела могу рассказать только лишь о нескольких цифрах, они являются феноменальными для этого вида сговора. Это около 7000 закупков, это 9 миллиардов рублей. Дело мы расследовали почти 2 года, было проанализировано более 160 тысяч файлов. Сумма сговора, как я уже сказал, была около 9 миллиардов рублей. Решение о нарушении написано на 1039 листах. Дело состоит из более чем 20 томов. Это говорит о масштабности данного дела, о масштабности картельного сговора, который был. Для примера хотел бы рассказать, чем страшен вообще картельный сговор, что это такое. Допустим, если проводился бы аукцион на 100 миллионов рублей, и хозяйствующие субъекты, которые состоят в картельном сговоре, они, вступив в картельный сговор, заключили бы данный контракт на 98 миллионов рублей, за 98, может и за 100 миллионов рублей. Тогда как при проведении торгов цена падения могла бы составить 60-65 миллионов рублей. То есть мы даже на примере этих 100 миллионов видим, что какой ущерб картельный сговор показывает, составляет для бюджета государства. И при реализации картельного сговора на торгах вся система вообще госзакупок, она становится бессмысленной. Бессмысленной становится потому, что эти картели, они по максимальной цене позволяют заключать эти контракты. Еще в марте этого года президент Российской Федерации просил правоохранительные контрольно-надзорные органы акцентировать внимание на сговоры в фарм-индустрии, в фармацевтической сфере. По данным Генпрокуратуры, около 20% государственных муниципальных контрактов в этой сфере заключается путем сговора. Поэтому это очень существенная часть бюджета лечебно-профилактического учреждения, и борьба здесь, именно в этой части, является приоритетом для контрольно-надзорных и правоохранительных органов. В результате, вообще с чего все началось, хотел бы рассказать в этом деле. К нам в наше управление в мае 2019 года, точнее, в июле 2019 года поступили 3 жалобы от ООО «МедСПБ» на действия аукционной комиссии. И в результате рассмотрения этого дела, получается, мы вынесли решение, мы уже вышли на такие факты, как заявитель указывал на то, что аукционный, то есть тендерный отдел, так называемый, заказчик, уполномоченный орган, простите, уполномоченный орган Министерства финансов на тот период времени, он не увидел участников с российским производством, с российским товаром и не отклонил остальных участников. И потом, когда мы начали рассматривать дело, нам с уполномоченного органа сотрудники сказали, что они с ними также связывались по телефону и угрожали им жалобой в ФАС, если они не отклонят всех участников, кроме этих 2. С чем это связано, если коротко рассказать, то у нас 14 статья 44 федерального закона говорит о приоритете национальных товаров, то есть это национальная безопасность. И в соответствии с постановлением правительства и всеми остальными нормативно-правовыми актами вступает в силу правило третьей личности. То есть если 2 и более производителя, российские производители, остальные иностранные, то вот это вот правило вступает в силу, все иностранные производители, все иностранные товары подлежат отклонению, и только российские допускаются. И российские уже между собой начинают конкурировать, торговаться. Поэтому это правило третьей личности. Именно вот в чем является такая часть, кощунственная, можно сказать, часть этого дела, это что эти компании использовали именно режим национальной безопасности в сговоре и тем самым начали зарабатывать именно через торги. Кроме того, что хозяйствующие субъекты, ряд хозяйствующих субъектов в нашей стране были поставлены в неравные условия, это, я думаю, сотни и сотни предпринимателей, которые там занимаются
продажи на данном рынке. Данный картельный сговор причинил очень серьезный крупный ущерб вообще бюджету нашей страны, так как, повторюсь, сказал, что мало какие субъекты остались не затронуты в результате этого сговора. Они работали масштабно, работали по всей стране. Это вот производитель этого расходника и плюс еще организации, которые работали вместе с ним. После того, как мы увидели в деле сговор, признаки сговора точнее, мы решили все-таки направить запросы в ряд контрольно-надзорных органов, банки, и Росфинмониторинг, и налоговая служба, и казначейство, и сами электронные торговые площадки, и банки, и провайдеры. Запросили информацию, и по итогам анализа, вообще начала анализа этой всей истории, мы увидели признаки. Увидев признаки, мы попросили в центральном аппарате, написали служебную записку и попросили их поручить рассмотрение данного дела нам. Так как у нас есть просто правило, регламент, если в 2 и более субъектах распространяется картельный сговор, нарушение антимонопольного законодательства, необходимо это дело передать либо в центральный аппарат, либо, если по поручению центрального аппарата, рассмотреть самим. Это дело было поручено нам, мы его возбудили. И чисто у нас только, да, это было? По всей стране. Мы начали рассматривать это дело по всей стране. Все закупки, начиная от Калининградской области, заканчивая Дальним Востоком. Но все равно вам доверили, да? Да, конечно, да, доверили нам. У нас, в принципе, был кейс расследования и ранее. Мы выявляли также крупные дела и ранее, там, допустим, фирмы, также Фармсфера, это фирма была в сговоре, у нее оборот там годовой только был 63 миллиарда. Это дело потом себе забрал центральный аппарат, и штраф там составил только на одну фирму 328 миллионов рублей. Штраф был подтвержден всеми судебными инстанциями, вступил в силу, и, насколько я помню, штраф уже, скорее всего, уже оплачен. Поэтому дело начали мы рассматривать. Возбудив дело, мы увидели необходимость проведения выездной проверки в Липецк, Липецкую область, Елец, поселок Елец. И там находится завод-производитель, и, в принципе, сами эти участники картельного сговора. Вот. И председателем инспекции был назначен Аушев Ахмед, специалист нашего управления. В комиссию, в его инспекцию вошли сотрудники управления по борьбе с картелями Центрального аппарата ФАС России. Нам очень сильно помогали и сопровождали они в этом деле, особенно заместители руководителя управления по борьбе с картелями. Вот. И вот дальше уже Ахмед нам расскажет, что он увидел, выехав в завод, осмотр самого завода и что это самое, что там было. Чуть-чуть забегая вперед, скажу, что тут есть все. Вот вся классика расследования картельного сговора, все, что возможно, здесь оно уже есть. Все, что написано в книгах и даже больше, Ахмед обнаружил непосредственно, выехав там вместе со своей инспекцией. В ходе проведения контрольных мероприятий комиссии МУЖского ФАС России были обнаружены многочисленные доказательства, подтверждающие наличие нарушений требований Федерального закона о защите конкуренции. В ходе осуществления выездной проверки в городе Елец по адресу нахождения МПК Елец, это завод по производству медицинских изделий, инспекция управления в тендерном отделе указанного лица были обнаружены электронные подписи участников торгов. Вот на данном примере, на экране мы видим, что в ящике, который находился в тендерном отделе МПК Елец, были обнаружены электронные подписи участников торгов, в том числе МСПБ, Ананьева, ИПА Белолипецких и ООО «Ортамир». При добросовестном поведении участников торгов электронные подписи самих участников торгов должны находиться в их помещении. У нас участники торгов, они зарегистрированы в разных регионах. Есть из Санкт-Петербурга, есть из Нижнего Новгорода, есть из города Елец. Однако, подтверждая факты наличия сговора, все 4 электронные подписи найдены в руках одного хозяйствующего субъекта, что подтверждает наличие сговора в их действиях. Хотел бы сказать, что при конкуренции, да, что такое конкуренция? Это соперничество 2 и более хозяйствующих субъектов за рынок. А если они находятся вместе, это как-то подозрительно. То есть почему конкуренты начинают помогать друг другу, а не конкурировать в равной борьбе? Вот именно вот увидев эти ЭЦП в одном месте, но это натыкается вопрос, почему
соперники находятся, их электронно-цифровая подпись находится в одном из соперников. Это ненормальная реакция рынка, который у нас существует. У нас рыночная экономика, и это ненормально. Ну и далее вот проверка. Далее также в помещении тендерного отдела НПК «Елец» инспекции управления были обнаружены журналы исходящей корреспонденции, где единой нумерации были зарегистрированы исходящие документы всех участников картели. Если бы участники торгов действовали в рамках закона, то у каждого из участников, у каждого хозяйствующего субъекта должен быть свой журнал исходящей корреспонденции. Но здесь мы видим, что их действия сдобрены между собой, и у них ведется единый документ работы. Вот на данном примере в рамках выделенного текста мы видим, что участники картеля было видно, их исходящие документы зарегистрированы в одном журнале. При этом общий объем документооборота между участниками картеля был настолько обширен, что участники картеля начали допускать характерные для большого объема опечатки. Также в тендерном отделе помещения НПК «Елец» инспекции была обнаружена записная книжка, в которой содержится электронные адреса всех участников картеля и соответствующие пароли к ним. Вот мы здесь видим, в целях сохранения персональных данных мы пароли зачеркнули, но мы здесь видим, что, к примеру, вот, первая стрелка «Белый», это электронный адрес «Белый Липецк», следующая стрелка «Метасвобода», это электронный адрес ООО «Метасвобода». Они являются участниками картеля у нас. Также здесь есть электронный адрес «Прайм». Да, и вот еще момент. У нас в материалах дела установлено, что участниками картеля при подаче заявок на участие в торгах заявки подаются с одного IP-адреса. Это было нам еще известно до выездной проверки. Но при осуществлении выездной проверки уже там, в городе Елец, в помещении тендерного отдела, мы обнаружили настоящий лист, в котором мы видим, что Wi-Fi пароль общий НПК «Елец» был раздан всем участникам картеля, то есть у них был доступ к одному точку Wi-Fi. Это как бы объясняет тот факт, что все участники картеля заявки подают с одного IP-адреса. Не удосужились в разных местах сесть, да? Согласен. Удобство, да, удобство в одном месте. Помимо удобства, что это еще дает, когда участники торгов участвуют в аукционе, если они подают заявки с одного IP-адреса, это подразумевает то, что они находятся рядом. Понятно. И, соответственно, когда подаются ценовые предложения, их ценовые предложения оговорены между собой. То есть они отказываются от конкурентной борьбы между собой. У нас, помимо вещественных доказательств, которые мы видим, в материале дела имеется еще доказательства на основании поведения хозяйствующих субъектов. Так, мы после анализа действий всех участников в торгах мы видим, что всегда один участник играет на торгах, а второй участник дает минимальное понижение, там 0%, 0,5%, 2%, то есть минимальное понижение на торгах, и это делается с целью подачи номинальной заявки. То есть сам по себе у нас сговор основывается на подаче двух заявок. И в случае, если две заявки, предлагающие поставки товара российского производства, то аукционная комиссия отклоняет третью заявку иностранного производства. Поэтому они таким образом создают две заявки и подают и участвуют в торгах. И вот совпадение по IP-адресам, это напрямую указывает, что это не просто случайность, а целенаправленное поведение. Как вас допустили до этих бумаг? Это у нас, там у нас была довольно-таки веселая история, когда мы выехали изначально, когда вот у нас 6 хозяйствующих субъектов, в отношении которых у нас были признаны признаки картеля, признаки сговора. Подозрения. Да, изначально у нас были признаки сговора, но так как хозяйствующие субъекты находятся в разных регионах, мы в Центральном аппарате ФАС России в Москве обговаривали сам алгоритм проведения проверки, то есть нам же было непонятно, в отношении какой из фирм следует осуществить выездную проверку. С одной стороны, у нас было лицо, к примеру, ООО «Оптомет», тоже крупный участник торгов, а с другой стороны у нас также был МПК «Елец», завод по производству медицинских изделий. Мы думали, туда пойти или туда пойти.
В итоге совместно с центральным аппаратом мы решили, что у нас выездной проверка будет отношение МПК «Елец», так как данный участник является производителем, и так как IP-адреса все подаются с их IP-адреса, которые принадлежит МПК «Елец». И так вот, история какая была. Когда мы выехали в Елец, фамилия гендиректора «Оптомед» Баранец. И когда мы туда выехали, и к нам, когда мы только пришли и начали представляться при входе в помещение на завод, к нам является сотрудник МПК «Елец», представляется, ввиду того, что гендиректора нет на месте, он говорит, что он временно исполняющий обязанности, и говорит о том, что как бы с ним надо вести дело. И мы у него спрашиваем, а как вас зовут, какая у вас фамилия? И знаете, что он отвечает? Он отвечает, что у него фамилия Баранец. Как раз так получилось, что вот мы как раз таки думали, куда нам поехать, в Оптомед, где как раз таки должен был сидеть вот этот самый Баранец. Но он оказался здесь, и мы еще с порога видели, что тут что-то нечисто. Потом, когда мы туда вошли, у нас каким-то чудом свет отключили. Какое-то замыкание, оказывается, произошло. Потом в дальнейшем мы поняли, когда что это была не случайность, это было противодействие своего рода. Когда мы проводили плановую проверку, у нас какое-то время, полчаса, час, был большой двор и несколько зданий. Нас вели по одному зданию, говорили, показывали фактически историю всего завода. Мол, они в 2004 году открылись и прочее. А в это время они выкидывали документы. Да, и в это время через дорогу мы еще не знали. Да, и мы что-то вот нам кажется подозрительным, с чего это нам пустые кабинеты показывают и историю рассказывают. И мы начали поглядывать через окошко на то другое помещение через дорогу. И пока мы туда зашли, там были железные двери, там нас очень долго не пускали, пришлось повозиться с доступом в этот кабинет. Мы туда зашли, все же, и свет нам потом дали, и МЧС подключился. Привлекли правоохранительные. Да, и правоохранительные привлекли, да, собственно. И так получилось, что когда мы осуществляем выездную проверку, в кабинете тендерного отдела стоит огромный шкаф, такой тяжеловенный, такой старый шкаф. И когда вот я заглянул за этот шкаф, я вижу, что там в углу лежит ноутбук. Видимо, они думали, куда же спрятать этот ноутбук, и закинули его там за шкаф. Когда мы достали этот ноутбук, мы увидели в этом ноутбуке очень много доказательств, которые подтверждают наличие сговора. В том числе там была папка, которая называется «Фирмы». И заходишь в эту папку, и там все наши участники проходят, все их документы, да, абсолютно вся их деятельность была в этом компьютере. Вот у них как-то они постарались, конечно, но благо ноутбук не разбился, видимо, как-то хороший ноутбук. Вот. И также там был еще такой момент, когда наши коллеги еще смотрели по кабинетам, везде все искали, смотрели, делали анализ, мне приглянулся мусорный бак, который стоит в углу. Я такой смотрю, думаю, с одной стороны хочется туда влезть, с другой стороны интересно, что за мусорный бак. Я туда не полезу, что я стою, и рядом со мной стоит представитель завода. И я говорю, а вас что интересует, почему рядом со мной стоите? И он говорит, а почему вас интересует наш мусорный бак? Может, вы туда не будете смотреть? Естественно, нам стало интересно. А почему так интересно, что посмотрим. Да. И тут мы зовем других коллег с центрального аппарата и совместно начинаем смотреть, что там. И там такие здоровенные стопки бумаг, и контракты, и служебные записки, и прочее. Очень много вещей. Город Елец, Город Елец, да. Елец. Да, это Липецкая область. Вот. И далее по нашему. Просто вопрос в чем? Эффект неожиданности для них сыграл в данном случае. При проведении проверок по картелям, по признакам картельного сговора, не допускается согласование этой проверки с органами прокуратуры или еще что-то, либо предупреждение проверяемого лица о задействовании, как обычно практика происходит. То есть это необходимо незамедлительно просто прийти по факту и начинать изымать документы. Так надо было вам с группой Не, мы ездили, и в результате вот мы скачали там гигабайты информации со всех этих компьютеров, анализировали это, вот к тому, что я говорил, что более 160 тысяч файлов за этот период было изучено. И эти файлы, именно вот то, что вы видите сейчас, в том числе эти файлы, и кроме той фотосъемки, которая там проводилась. И если были бы торги честные и конкурентные, минимум миллиард бюджет страны сэкономил бы. Ни много ни мало, 9 миллиардов, как мы знаем, это треть бюджета Республики Ингушетия. Это колоссальная сумма. То есть, и вот такие факторы, сейчас мы еще пройдемся, доказательная база, в чем у нас явилась.
Также в помещении тендерного отдела было обнаружено руководство для сотрудников коммерческого отдела. Да, вот это вот классика жанра, памятка для нового сотрудника, найдена там же при проведении проверки. Цель и задача – формирование системной работы и недопущение ситуации взаимной борьбы с партнером. То есть с партнером всегда должна быть борьба, это есть конкуренция, это торги, это аукцион, выигрывает тот, кто снижает цену больше всего. Но здесь они говорят, между собой конкуренция для нас не допускается, является запретной. Основное правило – мы не регистрируемся в проекте партнера с нашим вариантом. Исключение может быть только по инициативе партнера и соблюдается правило падения на 5%. Можно задаться вопросом, а зачем им 5% падать? Это же, допустим, если те же 100 миллионов, это же 5 миллионов. Зачем им 5 миллионов терять? Но они тут подстроились под судебную практику. Есть судебная практика Верховного суда, которая говорит, что картель – это падение до 1%, более 1%. То есть 0,5% не может считаться картельным сговором, так как это несущественно, вот, и не может говорить о сговоре. И тут они вот приготовились к этому, к судебному дальнейшему, если вдруг вскроется картель, и они написали падение на 5%. То есть 5% для них несущественно, но это полностью подпадает под судебную практику. Зачем им это все? А это для того, чтобы новый сотрудник не вздумал конкурировать с партнером друг с другом. На крючке держит, да? Да, который вот находится у нас. Сеть, да, сеть-то по всей стране выстроена. Это же не один аукцион, это же тысячи. Поэтому они каждый аукцион согласовали друг с другом, говорили, кто будет победитель. Заявки заходили, минимум 2 заявки заходили. Это российский производитель, сам ЕЛЕС, который должен быть победителем обязательно. И еще один производитель, обычно это Белоруссия была. То есть Белоруссия никогда не конкурировал только ЕЛЕС. Эти компании заходили по-разному, каждый из них заходил ЕЛЕС. То есть заранее, когда мы видим, что производитель ЕЛЕС, мы сразу понимаем отсутствие падения и победитель именно тот, кто зашел именно с предложением товара Ильца. Далее вот очень интересное тоже идет, руководитель оптового отдела выясняет у партнеров пороговое значение, до какой суммы будет играть партнер. То есть вот аукцион, падение, а ты до скольки пойдешь, а я до скольки, а давай ты будешь до скольки-то падать. И очень интересно, что они это называют игрой. То есть это не работа для них, это не... Это просто игра. Вот они вот играют в картель. Сотрудник тендерного отдела вступает в игру только после прохождения данного порога. То есть если кто-то начинает что-то неправильно делать, тут подключается сотрудник тендерного отдела. И при необходимости во время игры руководитель оптового отдела проводит коррекционные действия напрямую с сотрудником тендерного отдела. То есть он звонит и говорит, ты лишнее сделал или еще что-то, давай там, ты этот сделал шаг, ты тот шаг сделал. То есть полная координация происходит. Просто я же говорю, рынок они забрали, и если бы захотели, вы, допустим, быть участником этого рынка, но вы же не российский производитель, поэтому вам нужно зарубежным товаром заходить. У вас не было вообще никакого шанса, просто никакого шанса. Даже если вы так снизили на 90% цену этого товара, у вас нет никакого шанса выиграть этот аукцион. Потому что выигрывают эти ребята, которые заранее выстроили такую пирамиду, такую схему интересную. Слушай, его выстраивают годами надо. Сага, ручные амбиции. Это, конечно, годами все это, да. Ну, как бы зацепили, получается. И вот Ахмед тогда продолжит по доказательствам деле. Также в тендерном отделе НПК ЕЛЕС, завод по производству медицинских изделий, мы обнаружили многочисленный отчет о хозяйственной деятельности всех участников квартиры. То есть каждый из участников квартиры не самостоятельно вел свою отчетность, а завод вел за них отчетность. И у нас очень много доказательств, материал дела. Приведем вам один пример из отчетов, которые содержались в рабочих компьютерах НПК ЕЛЕС. Здесь мы наглядно видим как раз таки оговоренную схему квартиры. Возьмем пример закупки последние 4 цифры 11-14, первые в списке. Здесь участники картеля отмечают, что данную закупку они выиграли. Возьмем следующую закупку, последние 4 цифры 11-46, например. Здесь уже участники в этом отчете, они говорят, что они данную закупку отдали партнеру. И такие действия участников, они по сути должны быть конкурентами друг друга, и при добросовестном их поведении они не должны отдавать закупки. Выиграл партнер, а отдали его. Отдали, да.
Да, благое дело. даже формулировка говорит о том, что они договаривались. Соответственно, если я сегодня вам что-то отдаю, значит завтра вы мне что-то дадите. И это не просто так все делается. Так. Также в тендерном отделе МПК «Елец» были обнаружены около сотни служебных записок. Они были очень с характерным содержанием. Были такого рода служебные записки, когда менеджер ИП Белолипецких, это один из участников картеля, пишет служебную записку генеральному директору МПК «Елец» о том, что тот представил ему ежегодно оплачиваемый отпуск. То есть это ненормально, когда сотрудник одной фирмы у гендиректора другой фирмы просит отпуск. Это напрямую показывает, что у них есть и координация, и конкурентное соглашение. На данном примере мы видим служебную записку, также это служебная записка от сотрудников к гендиректору МПК «Елец», в которых сотрудник МПК «Елец» просит гендиректора завода рассчитать командировку для отстаивания интересов участников картеля МедСПБ и Оптомед в судах. И вот и следующий пример. Также сотрудник МПК «Елец» просит гендиректора МПК «Елец» оплатить командировку для участия в заседаниях комиссии антимонопольных органов для отстаивания интересов иных участников картеля, это и Ананьева, и Белолипецких. Данная служебная записка напрямую показывает, что и у нас идет целая схема картеля, и у них разговор идет не только на стадии подачи заявок, а также и на стадии участия в аукционах, на стадии исполнения контракта и на стадии дальнейшего обжалования антимонопольного органа в судебной инстанции. Также в помещении тендерного дела были обнаружены процессуальные документы, которые были составлены в интересах всех участников картеля. Указанные процессуальные документы были внешне схожи между собой. Вот на примере мы вам покажем. Данное заявление написано от имени индивидуального предпринимателя Ананьева, вот первый кружочек. И при этом электронный адрес Баранец и телефонный номер пациента цифры 7055, и представителем по доверенности является Баранец. Кстати, тот самый Баранец, который был гендиректором, например, который там нас встречал. Который является конкурентом. Да, который также является конкурентом. И вот следующий пример. Мы здесь видим, что уже письмо от не Ананьева, а уже Белолипецких, другой участник торгов, также электронный адрес Баранец, также тот же номер телефона, тот же представитель по доверенности. И таких совпадений у нас как бы очень много, мы вам только некоторые примеры показываем. Вот жалобы, да, которые отправлялись в ФАС России. То есть когда уполномоченный орган, комиссия, да, так называемая, она не видела, что есть российский производитель и нероссийский, эти участники подсказывали, писали жалобы, говорили: а вы посмотрите внимательно, наверняка там еще один производитель российского товара, а если он есть, то вы обязаны отклонить всех участников, включив правило 3 лишнее. И то есть заранее он же не может знать, там 9, 12, 15 участников, он не может знать, один там или два участника российским товаром заходят. Но так как они знали заранее, кто заходит туда, договаривались, они об этом отписали. Получается злоупотребление правом. Невольно антимонопольные органы, которые являются там борцами с картелями, стали пособниками картелей. Вот мы сами стали первой, наверное, одной из жертв этого сговора, но именно эти действия и натолкнули нас на мысль, а почему, откуда они узнали, что там есть еще один производитель, в связи с чем. Потом, невольно ли стали? Да, но на данном примере мы видим закономерность, когда подобного рода антимонопольный орган привлекается к реализации преступной схемы, и, естественно, антимонопольный орган реагирует. К нам поступила жалоба. Мы в ходе заседания в рамках 44-го закона увидели признаки антимонопольного нарушения антимонопольного законодательства, отреагировали. И к чему это привело? Привело к тому, что через 2 года мы выехали в город Елец, и жалобы, которые к нам здесь подавались, мы уже обнаружили в городе Елец на их компьютерах. Уже там обнаружили и увидели вот эти самые жалобы, которые у нас на экране отображены. Также имеется совпадение по электронным адресам, по номерам телефона. И данные электронные файлы жалоб, которые мы обнаружили в компьютерах уже там по месту нахождения участников торгов, они были прописаны электронной подписью. То есть фактически мы вот нашли источники этих жалоб.
И какая вот закономерность? Рейтинг Минздрава ахуенцы еще вовлечены, да? Но они не знали об этом. На самом деле не знали, и они не могут, допустим, только доказано 7 тысяч аукционов, каждому поехать, договориться, сообщить невозможно. Складовщик не знал? Нет, это невозможно. Ладно. Нет. В данном случае это завод-производитель. У него только один цех, у него производит 2,5 миллиона шприцов в месяц. Ему их нужно в любом случае продать. То есть ему нужно продать, а не там что-то там с кем-то сообщать и так далее. То есть ему еще субсидии государства и так далее, все это дает от количества продаж и так далее, от присутствия на рынке. Ему необходимо завоевывать рынок. Вот. Дальше он его дело поставит, а там ЛПУ может их выкинуть, допустим, еще что-то, его вообще не волнует. Ему главное захватить рынок. Но это, в принципе, законы экономики. И вот он вот так вот выходил и захватывал рынок. Причем, когда начинали с ним торговаться, они очень агрессивно падали вниз. И за любые деньги, хоть там себе в минус, в ущерб, но они забирали этот аукцион. Но, в принципе, этого можно понять, это опять же закон экономики, и забирал его агрессивно. Поэтому не поставлять этому заводу вообще никакого смысла нет. Ему есть смысл производить, потому что у него цеха стоят. У него там более 500, по-моему, да, сотрудников на заводе работают. При том, что там автоматизация вообще там позавидуешь. Абсолютно современный завод. Вот Ахмед говорит, что там фуры уходили в завод, он даже они как маленькие игрушечные скрывались до того, этот огромные мощности, огромные цеха там находятся. Да. Также вот у нас наши примеры и касательно всех участников картеля, Актамед, Ананева, Райм и прочие. И, ну, их очень много. Просто это показывает, они все вовлечены здесь в жалобах и как они подают. Также в обобщении тендерного дела мы обнаружили такого рода электронные файлы на их компьютерах. Это готовые печати, копия верна текста, то есть он фактически распечатывает на компьютере и в случае заверения документов прикрепляет. И здесь мы видим, что копия верна, она фактически от всех участников копии. Также вот здесь копия верна от Прайм, здесь копия верна от МСПБ и так далее. И везде у нас либо представитель Баранец, либо Фурсов. Это Фурсов у нас и директор МСПБ, а Баранец мы уже озвучили. Так, и это фактически от всех участников картеля. Также в тендерном отделе ПК ЕЛЕЦ мы нашли пустые бланки с проставленными заранее печатями участников картеля. Вот здесь мы видим печать, например, ООО «Прайм». То есть такая сотка была фактически готовая печать. Если кому-то нужен текст с печатью, они просто вставляли принтер и распечатывали. Тоже указывает на организацию единого пункта оборота и на картель. Вот. В данном примере, просим вас внимание, у нас вообще в целом схема картеля выстроена каким образом. Подаются 2 заявки на участие в аукционе, при этом важно, чтобы 2 заявки содержали в себе предложение поставки именно российского товара. И если поданы 2 заявки и 2 разных российских производителя, включается нацжип и все остальные заявки выполняются. Они этим пользуются, и вот на их компьютере нашли такого рода отчет. И здесь мы видим, вот сам столбец, вот этот столбец, здесь сказано, компания с чем заявились. Белолипецких, ЕЛЕЦ, МСПБ, Мирабан. А Мирабан это также российский товар, российский производитель. И при этом всегда тот участник, который предлагает поставки товара производства ЕЛЕЦ, в дальнейшем становится победителем торгов. А тот участник, кто предлагал поставки товара иного российского производителя, играл просто номинальную роль и не собирался, не конкурировал с этим участником. Здесь мы наглядно видим их схему, и это содержалось на их компьютере. Ну даже этого товара не было, просто подаял заявку. Я спойлер был. Следующее, также мы видим, что Надежда пишет в чате подача до завтра номер аукциона. На что некая Светлана отвечает, что она подала... Это конкуренты, вот сюда, это конкуренты между собой переписывают. Да, на что некая Светлана отвечает, что заявку подала, за что получает похвалу, видимо, действительно молодец, потому что заявка подана от Ахмед. Если вы обратите внимание, то в каждом случае у нас разные участники. В первом случае у нас Белолипецкий, здесь у нас Автомед и так далее будет по тексту. Это указывает, что действия всех участников картеля, они сговаривались между собой, координировались, в том числе в рамках этой переписки, то, что мы видим.
Или, допустим, в следующем текст, закупка и сопровождение текста, мы здесь есть спрашивать принадлежит. На что Светлана отвечает, что да, есть действительно на участие в закупке заявки подавались совместно двумя заявками Липецких и МТСПБ с одного IP-адреса. Этот IP-адрес принадлежит заводу МПК «Елец». Вот мы выше сказали, что у них имелся доступ к паролю к одному Wi-Fi. Вот здесь мы наглядно видим, что эти две заявки, они подавались с одного IP-адреса. Фактически, то есть идет такая связь между ними. Вот, удивительно то, что именно используя наци-режим, эти компании начали выводить деньги, по сути, выводить деньги из режима. Это вот правило третий лишний, когда государство поддерживает российского производителя. Когда есть два производителя российских, остальные должны быть отклонены. И им дается в этом вопросе преференция. Но производителей должно было несколько, и участвовать, наверное, несколько. Но этого не было, участвует только один производитель. Соответственно, они должны были быть уже аукционы, которые сказали, тут падение 47-50% обычно составляет. Если брать именно вот эту картину, если мы возьмем, допустим, среднее понижение, как я сказал, статистику 40%, то мы видим, что тут ущерб составил, наверное, не 1 миллиард рублей, то есть будет заработан очень 2,3 миллиарда чисто доходных состояний. На протяжении скольких лет они так работали? Ну, нарушение антимонопольного законодательства признается только 3 года. Вот, мы брали 3-летний период как доказательство в деле. Поэтому... в общем, не доказывают. В общем, с 2015 года они были между собой. Как только вот это правило третий лишний было принято правительством Российской Федерации, с тех пор они подстроились под правила и начали работать. На репутации как отразилось данное соглашение, картельный сговор? Репутация субъектов. Ну, репутацию хорошую мы это дело точно не сделали. Вот, но организации, компании будут понимать, что это вот участие картельного сговора. Кроме того, еще хотел сказать, что недобросовестное поведение участников картельного сговора явилось основанием не один раз, чтобы территориальные органы ФАС России включали их в реестр недобросовестных поставщиков. То есть, когда они падали, и когда уполномоченный орган пропускал тот момент, что все-таки там правило третий лишний нужно было применить, он не применял, они сильно падали, им нужно было там товар все-таки по падению приносить. Вот тут они отказывались от этого и их включали в реестр недобросовестных поставщиков. А какое наказание они в итоге понесут или уже понесли? Наказание это до 50% от 7 миллиардов, это штраф только. И плюс еще правоохранительные органы, это подвергнутся Министерству внутренних дел Российской Федерации, еще они будут на предмет нарушения Уголовного кодекса смотреть. Но в данном случае непосредственно статья это 178 ограничение конкуренции. Вот на протяжении до 5 лет лишения свободы. На протяжении 2 лет, пока вы изучали эти доказательства, факты, кто вам оказывал еще поддержку? Это помогало? Непосредственно, да, конечно, центральный аппарат, управление по борьбе с картелями. Вот. Ну и плюс у нас было тесное взаимодействие с правоохранительными органами, в том числе с центральным аппаратом, который находится в Москве. А поехали вы, получается, через 1,5 года, да, или как? В город. Или... Поехали мы через полгода где-то. Начали изучать и через полгода сразу же визит, да? Да, наверное, да, полтора года, нет, полтора года. Вы просто говорите, перед Новым годом это было, я поэтому... Нет, мы год смотрели, год все это согласовывалось, так как это производитель и так далее. Там после всех согласований и команды Добро начали уже смотреть, возбудили дело, и после того, как возбудили дело, поехали на проверку. Ну, где-то, наверное, 1,5 года на все это ушло, да, на подготовку, все это. Благо, не было вообще никакой утечки, вообще ничего не было. И того доказательства, когда мы пришли туда, они были удивлены и возмущены, и почему, и как. Первый вопрос был, какое отношение Ингушетия имеет к нам, к Липецкой области, и почему вы приехали, почему не наш ФАС приехал, там, не центральный аппарат приехал. То есть мы даже географически они говорили далеко, почему именно вы там, да, они до сих пор там задавались этим вопросом, почему Ингушскую ФАС. Ну, потому что мы именно выявили ваши эти дела, и мы согласовали, мы доказали, мы это самое все. Об этом кто спрашивает? Об этом спрашивают все абсолютно.